В Магасе состоялась протокольная встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова и заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина, в ходе которой руководитель региона поблагодарил вице-премьера за внимание к республике и поддержку важных социальных проектов. По словам Хлопонина, с момента его последнего визита в республику здесь невооруженным глазом заметны изменения. Он отметил, что с удовольствием сегодня посетил сады, ледовую арену, перинатальный центр, новый жилой микрорайон, школу и другие объекты. С колоссальным удовольствием сегодня посетил те объекты, которые вы мне сегодня показали. И, казалось бы, за короткий период времени с момента моего последнего визита в республику я даже сам себя поймал на мысли, какое количество новых объектов у вас сегодня вводится в эксплуатацию. Мы с вами проезжали по одной из улиц, я даже их не узнал. Я помню, когда, собственно, это был мемориал, и было то место, где мы проводили какое-то культурное мероприятие. Как расстроился весь микрорайон, какие сооружения сегодня построены. Я абсолютно удовлетворен тем, что я увидел. Особенно это касается объектов социального значения. Это, конечно, перинатальный центр, который сегодня функционирует и достаточно успешно. И та модель, по которой вы сегодня подходите к развитию этой системы перинатального лечения и вообще, так сказать, все, что касается здоровья матерей и здоровья наших детей. И впервые, на самом деле, республика сегодня достигла показателей, которые мы в России еще пока достичь не можем. Это материнская смертность, она равна нулю за 2 года. И я считаю, что это огромное достижение, в том числе связанное с этими проектами, которые сегодня развиваются. Школы. Конечно, это наша наболевшая тема, и мы с вами знаем хорошо, что задача поставлена президентом Российской Федерации, и председатель правительства держит вопрос на контроле. Конечно, наша задача, очень много сделано, наша задача сделать так, чтобы в конце концов у нас была односменная система образования. Нам в России еще до конца это не удается сделать, но особо острая эта тема на Северном Кавказе. То, что сегодня вы ликвидировали трехсменную систему образования, практически окончательно ее ликвидировали, это уже колоссальный рывок. Я хочу напомнить, что еще буквально 4 года назад у нас с вами было 4-сменное образование. Это тяжелейшее условие. Это вообще это лжеобразование, это не образование детей. Это колоссальный прорыв. И то, что школу я сегодня посмотрел, которая введена в эксплуатацию, детишки пойдут уже буквально после Нового года учиться, это, я считаю, тоже очень много сделано. Мы сегодня подведем итоги на совещании по завершению инвестиционной программы по 2017 году. Разберем это. Я думаю, вижу тоже, сегодня посетили с вами микрорайон потрясающий, куда должны по программе переехать наши переселенцы. И я сегодня абсолютно удовлетворен качеством этого жилья, которое сегодня вы мне показали. Поэтому республика развивается семейными шагами. Я хочу вам сказать огромные слова благодарности. И действительно на глазах с большой скоростью происходят изменения. Спасибо. Те достижения, которые вы сегодня в том числе видели в республике, те наши успехи, они, конечно, прочно связаны в том числе с вашим именем. Потому что вы стояли у истоков, в том числе и принятия федеральной целевой программы, вы стояли у истоков защиты наших программ по социальному развитию, в том числе части касающиеся объектов образования. Ну и, конечно, вот те проекты, которые дали хороший имидж в целом и республике, и Кавказу, это молодежные форумы, это форум СМИ, это проекты, связанные, сделанные на Кавказе, сделанные в республиках. Вот за этим проектом вы стояли. Я надеюсь, что мы оправдали, во-первых, ваше вот это доверие. И уверен, мы видим это сегодня воочию. Эти проекты, они шагнули вперед. И уже в последующем и Сергей Ильич Мельников, и сегодня Олег Евгеньевич Белавинцев эти ваши проекты сопровождают, ведут, потому что они такие хорошие рабочие проекты. Вам за это огромное спасибо. Ну и, конечно, за то, что вы всегда поддерживаете, помогаете республике. Понятно, и контроль есть, и другие вещи есть, но то, что помогаете в правительстве Российской Федерации, в том числе реализовывать и продвигать те проекты, которые сегодня важны для Республики Ингушетия. А мы со своей стороны, конечно, будем делать все, чтобы не подвести.